Всем привет! Как вы видите, мы находимся в поселке Якша. За окном у нас холодная, дождливая осенняя погода, хотя во дворе всего лишь июнь. Лето, которое, как и положено, началось у нас в начале лета, закончилось 12 числа. Дожди, ветра, холода. Нет возможности ездить ни на рыбалку, никуда, потому что на реке большая волна, дожди. В общем, как и в прошлый год, походу лета у нас не будет. Ну а о чем мы? В Якше мы гуляем на свадьбе, гуляем в дружной компании. Вот некоторые члены, это Роман у нас водитель. Вот наша невеста. Это у нас просто гость. Жених. Это, конечно же, не так. Жених у нас Ромка жарит шашлыки. Сегодня второй день. Вечерком будем кушать шашлыки. Вчера повеселились хорошо, нормально. Ну и находиться в Якше и не показать вам лосиферму, это, главная достопримечательность нашего района. Но я считаю, это было бы неправильно. Так что поехали, посмотрим наших лосиков. Дай бог, чтобы они подошли к ограждению. Если они подойдут к ограждению, то мы их увидим. Поехали. И коротко засниму, естественно, поселок Якша. От нас он, от Троицко-Печорска, находится 120 километров выше по реке. Ну и, конечно же, мы увидим реку Печора в самом верхнем течении. Поехали. Добро пожаловать в Якшу. Добро пожаловать в Якшу. Лосиферма. Вон. Нет, лосиферма еще больше далеко. Как мы видим, по всей дороге стоят таблички с надписью «Лосиферма», так что не заблудишься. На каждом перекрестке стоит такая табличка. На этой лосиферме я раз был уже, когда Роману было годика, наверное, 3. Да, 3 года и было тебе, когда у меня появилась первая тройка. Мы первый год сюда приехали. Где-то есть кадры на ленточной. Теперь уже здоровый. Видеокамере, да. Он все усердно пытался угнать мой автомобиль в 3 годика. Все пытался завести его. Но не получилось 3 годика, как видим, угнал теперь. Опять же перекресток, как мы видим, и лосиферма. Какой-то идиот, правда, стрелял по ней, табличка, походу, блин. А там Печора, да, получается? Да. А мы тут там тоже увидим Печора? Да. Ну, конечно. Едем дальше. Какой-то ручей. Дорога вся раскисла. Вон еще одна табличка лосиферма. Дожди, 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 дожди. Когда уже эти дожди прекратятся? Вон, лосиферма. Это что за гоп-компания? Вот это да, ну-ка останови-ка, Рома, я приближу. Давай напротив них сейчас остановим. Я Тут если не знать. Мы испугались. Да? Тоже не знали. Вот такая вот компания ягодников. Ягоды собирают, да? Ну. Нет, Взрослые ладно еще, вот маленьких детей понаставили, так вообще страшно. Ужас. Да. Я бы здесь вечером не ездил. Ну почему нет? Ты же знаешь, Ну теперь я знаю, прикинь, не знаете это, да? Эй, что вы там делаете, да? А в ответ тишина. А вот тут сейчас будет краешек уже лосифермы. Где-то. Ограждение? А вон, вот уже ограждение у нас идет. Здесь уже вполне возможно,
что за ограждением могут быть лосики наши. Не наши, конечно. Ну, дом. А вон дом уже заповедник, да, идет. Появился первый дом. Вся территория ограждена, загорожена вот так сеточкой. И они тут живут у себя как бы в отдельном государстве. Вот здесь возле домика маленький бегал. Открыл бы это. Стоп. Остальные покажем сразу. На заднем много, да? Внимание, вход и загон и кормление лосей запрещено. Я тоже хотел, говорю, Рома, давай возьмем хлебушка. Стой, 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 я снимаю. Тоже хотел взять хлебушка, покормить лосиков. Но Рома сказал, что здесь кормить нельзя никого. Мы поехали дальше. А в это заграждение медведи попасть, получается, не могут, да? Нет, конечно. А перелезть? Почему Ну, почему не заграждение знаю, с той стороны, где течет этот Юич? А, река? Там же нет да? его заграждения. Ага. Спокойно и волки, и медведи, кто угодно залезет. А тут провода под напряжением? Нет? Конечно. Вроде бы. Не, вот, куда прижим. Я даже знаю, Вон. кто будет проверять. Вон домики. Мы к забору прикасались. Домик раз, домик два. Вон, это что? МТС вышка? Наверное. Вот это домик, где живут лосики. Как здесь живут? А как они через дорогу перебегают? Вот он лось. А? Вон лось. Вон одного лося видим, уже Вот хорошо. второй. И второй. Вон башка торчит. Да, два лосика есть. Ну-ка останови, наверное. Вот мы сейчас к ним пройдем. А мы подъедем, да? А пройдем? Подъехать нет, но вот пройти только по трава. Вот сырая они, тут. вот они, вот они. Вот это вот здание лосифермы. И вот, собственно, наши главные герои. О, навострили ушки. Сейчас попробуем подойти поближе. Блин, сейчас весь сырой буду. Как смотрят. О, Привет, привет. здоровается. Ну там третий в лесочке. Здравствуйте, мои хорошие. Вон третий лосик. Вот раз, два и вот третий. А вы видели только двоих, да? Угу. Блин, не фокусирует. Клетку фокусирует. Жалко, что вас кормить нельзя. Я бы с удовольствием хлебушка дал. А почему хлебом-то нельзя кормить? Ну, вот, чтобы не приучались. У них там-то по-любому кормушка есть, вот там вот внутри. Вот такие вот красавчики. Этому, наверное, сколько? Ну, вот здоровый. Ну, это вроде корова, да? Да, вон сиськами. Года 3, нет? Это лосиха. 3-5. Кстати, их здесь доят, да, ведь? Да, знаю. да, по-любому здесь их доят. И лосиное молоко очень даже ценится, получается, оно очень ценное. Вот накидали веток березовых, они тут ели, да, Пол? Да. Возле веток сидели. И что они, получается, как на то их выпускают? Навряд ли. Или... А, нет, получается, здесь, наверное, лосихи, вот эти 3 штуки, да? А там, наверное, основное Их стадо, намного нет? больше, они там еще сидят. Внутри? Да. Просто они захотят, выйдут, захотят, зайдут. Сейчас попробуем приблизить. Нет, там никого, ничего не видно, видно дрова.
Вот. Лег, спрятался. Легла. Это лосиха, скорее всего. Вот, облизывается. Как мы видим, они полностью ручные. Ни капельки не боятся. Здесь было очень много этих лосей раньше. Сейчас уже их мало осталось. Давай попробуем познакомимся поближе. Голова такая большая, да? Привет, привет. Да. О, молодец, поздоровался. Здравствуй. Вот такая здоровая голова. Вот она. Ушки подрезаны. У каждой лосихи свой ошейник. У кого-то он голубой, у кого-то он оранжевый. Так, а у нас какой там ошейник? Спряталась, спряталась. Вот она. Тоже ушки подрезаны. Вот такая вот у нас есть лосиферма. Прикольно. Сюда приезжают экскурсии. Там не помню. Недорого, можно рублей 200 заплатить, и работники, врать не буду, если честно, я даже не знаю, сколько это стоит. Заказываешь, звонишь в заповедник, Печора-Илочский заповедник, заказываешь экскурсию, и там уже работники лосифермы четко вам покажут, все расскажут, и, наверное, даже могут дать разрешение покормить лосей, лосих, лосят. Тут такие маленькие, они вообще здоровские. Вообще красотули. Ну, нам не повезло. Лосят мы сегодня не увидели, зато увидели вот 3 лосих. Ну а теперь поехали, посмотрим нашу красавицу реку Печора в самом верхнем течении. Это получается здесь уже территория Печора-Иловского заповедника. Охота здесь запрещена. Глянем. В нашем течении она получается уже более среднее течение, а здесь самые верховья. Поехали посмотрим. Ну, собственно, сколько подъезжаем к самой реке, потом обратно. Поднимешься. Нормально. Кирпичами выложили все. Тут можно зацепить, наверное, да? Нет, спускался спокойно. Мы же высокие. Высокие. Ну, свои каракатицы по-любому будет. Ну, такие? Да. Легко. Только бампер может быть треснул. Но она же низкая, говорю. Ну, вот проехать-то проехал. Вот загон тоже. В общем, друзья, я узнал такую информацию, что экскурсии в связи с коронавирусом, с карантином, вернее, закрыты до 1 июля. 1 июля можно будет приехать и посмотреть лосиферму, экскурсии. Но к тем временем мы уже вот приехали к нашей красавице реке Печора. И ты аккуратней, только не скатись, повернись лучше боком, а то сейчас укатишься. Вот такая наша красавица Печора в верхнем течении. За рекой, это река Печора, находится вот Якша-2, поселок Якша-2. И там, кстати, находится музей. Музей вот этот с зелеными окнами, да, Валер, вот вроде бы? Что не знаю, того не знаю. Да, вроде сейчас приблизим, посмотрим. Вот это, походу, здание музея, да. Вроде бы оно. Да-да-да. Не ходи. Рома, вот это музей, да, у нас? Правильно? А я не знаю. Да-да-да. Вот здание музея. Там, кстати, тоже есть очень много интересного.
Если вы закажете экскурсию, то вас, я думаю, свозят в тот музей. Все расскажут и покажут, что и как и почему. Вот смотри, да? Ни одного русского мотора, все на иномарках уже катаются. Сколько здесь метров? Ну пусть метров 150, не больше, наверное, да, река? Ну да. Шириной. Вот тут уже идут. Все, берега будут повыше и повыше где-то. А еще чуть повыше. Там будут уже скалистые берега отвесные. Ну, это уже Уральские горы. Вот интересно. Те чужарка. Лодки, да. Какие-то плоскодонки. Ветер еще. Опять ничего не слышно. Вот такая вот погода стоит уже у нас около 3 недель. Постоянные ветра. Сегодня еще по-божески. И здесь как бы волны поменьше. А там, возле Троицко-Печорска, возле нашей деревни, волна постоянная. На реке нет возможности куда-то выехать. В общем, лето в этом году у нас, походу, будет такое же, как и было в прошлом году. В среду, если ничего не изменится, по планам будет у нас рыбалка. Приезжает доктор. Кто-то меня спрашивал уже, куда доктора дели, почему его нет. Он звонил. В среду собирался приехать, так что при любой погоде у нас рыбалочка состоится. Встречаемся на рыбалке. Встречаемся на канале Коми Рыбак. Всем пока. Привет из Якши. Заметили 2 лосят. Сейчас не знаю, получится нет приблизить. Блин, не фокусируется вон. Вот они там, да? Вот эти 2 вроде, да? Что-то у тебя вообще на забор фокусируется. Да, забор-то ближе. Глаза видят. А камеры нет. Ну, вот они, да, вон 2 лосенка, вот. Просто камера не может сфокусироваться. А побибикай, может, они там... Не надо бегать, здесь нельзя. Сейчас я подойду поближе. Вон. Здесь они более уже дикие, которые в ограждении лосики. Сейчас я подойду ближе к ограждению и попробую приблизить. Так, ага, вон. Вижу. Вот они, вот они. Вот они, 2 лосенка небольших. Но они не такие ручные, они просто близко не подходят. Вот они смотрят в нашу сторону. Близко к ограждению уже они не подходят. Вот он смотрит. Один ушел. Вот он. Красавчик. Правильно, правильно. Слишком ручным быть тоже не очень хорошо. Все. Побежал. И все-таки мы их увидели. И все-таки мы их вам показали. Вот такие вот красавчики лосенки. Лосята. Ну а мы едем дальше отдыхать, гулять, кушать шашлыки. 2-й день свадьбы. Поехали.